Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Извиняюсь, что немножко опоздал. 21 час 3 минуты по Берлину, 23 часа 3 минуты по Джохару. 31 января 23 года. Стрим у нас идет в ТикТок и в YouTube. С вами Аслан Арцуев. Витаю вас, друзья. Адаму алейкум ассалам. Мавадин, Хорзум, всех вас витаю, всех вас, друзья, приветствую. Вчера я занят был чат-рулеткой, поэтому не смог провести стрим. Сегодня поэтому на русском, и завтра постараюсь на чеченском еще провести. Так, Алена, здравствуйте. Витаю вас, Алена. Здравствуйте всех витаю. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Ассаламу алейкум. Не могла дождаться. У меня есть идея для ичкерийца и очень хочу ею поделиться. Ва алейкум ассалам, Хорзум. С удовольствием послушаем вашу идею. Хорошие идеи дорогого стоят. Такс. А пока мы тут собираемся, я вам сообщу, о чем нам рассказывают Сбройные силы, Генеральный штаб Сбройных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено 850 террористов. Итого их цифра достигла 127 500 единиц. 0 танков уничтожено за прошедшие сутки. 9 боевых бронированных машин уничтожено. 1 артиллерийская система и 1 РСЗО. 4 БПЛА сбито, 7 автомобильной техники уничтожено и цистерн, и 1 специальная техника. И специальная техника достигла 200 единиц. С чем я вас всех поздравляю, друзья. Война продолжается, война жестокая, как в принципе все войны, но инициатива уже давно на стороне Украины, на стороне сил света, и я уверен, что в скором времени мы увидим деоккупацию всей Украины. Давай быстрее, пока никто не видит. Нет, почему? У меня тут в Ютубе все записывается. Поэтому на канале Реалити, правда, в фашистской России запрещен, на канале Реалити можно посмотреть все мои стримы. И, пожалуйста. Вот как-то так. Так. Давайте посмотрим. Пожалуйста, прочитайте мои комментарии. Их будет несколько, поэтому наберитесь терпения. Договорились, Хорзом, договорились. Вы также можете оставить ваш комментарий побольше, да, чем в чате, под видео. Тоже будет очень интересно. Альхамдулилlah, хорошие новости, Аслан. Да, Вальдемар Штайнбрахер, Аслан, груз Аускёльн на Хамбург. Витаю вас, Вальдемар, витаю. Так, посмотрим, что нам говорит Хорзум. Так вот, Украина побеждает в информационной войне. Но эта война началась 100 лет назад. Кто смотрел «Один дома» или «Гарри Поттера», знает одну песню «Carol of the Bells» и на украинском «Щедрик». Так, дальше будем ждать, Хорзум. Что же вы напишите дальше? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Казахские степи, Осколе, брат, витаю тебя. Массерга саламашал. Нохчи нохуига дуделер саламашал. Так, дальше продолжаем. Что говорит нам Хорзум? Симон Петлюра отправил наш хор с концертами по Европе, чтобы пропагандировать украинскую культуру. Так, уже что-то вырисовывается. Совет для чеченцев. Только не говорите, что нам нужно собрать хор. Хор собрать нам проблематично сейчас. Так, Осколе, так, это не мне. Ну, давайте пока Хорзум собирается, пишет, я почитаю
немножко новостей. Так, дальше. И этот хор прозвучал в Европе и Америке. Так стала эта песня гимном Рождества. Так, интересно. Я против террора зашел к нам. Террора ФСБ. Обращаю внимание. Так, валейкум ассалам. Так, вам не нужен хор. Почему нет ваших певцов, певиц на всяких America Got Talent? У вас же потрясающая культура. Хорзом, совершенно верно, вы правы, конечно же. У нас очень хорошая культура, и она в определенной степени развивалась, но сегодня за то, что ты выступаешь за независимую Ичкерию, твоих родственников пытают дома, убивают, возбуждают против них уголовные дела, запугивают. Ну, все, что возможно, делают. Поэтому человек, который выходит на эту дорогу, он должен не просто распрощаться со своей жизнью, но также он должен распрощаться и жизнью своих родственников. Ну, или же, по крайней мере, перестать быть им родственником. Как произошло, например, в моем случае, хотя моих родственников и забирали, и пытали, и уголовные дела возбуждали, и видео заставляли снимать. Но и для того, чтобы это не получило огласку, они сейчас все это попридержали. Хотя я знаю, что и видео снимали, и пытали, и избивали, и так далее. И вот человек, который начнет такую деятельность, фактически, да, публичную деятельность, вот у этих людей будут проблемы. Поэтому вот с этим у нас проблема. Вот с этим связано то, что вы не слышите голоса чеченцев. На самом деле, вот, подавляющее большинство чеченцев, они хотели бы говорить, им есть что сказать. И несмотря на то, что на моем канале не так много подписчиков, не так много людей мне пишут, потому что против меня ведется определенная работа, и создаются симулякры, блогеры, такие информационные центры, где про меня говорят плохо, и люди там идут вот этим искусственным симулякром, да, цеховики их еще называют, блогеры-цеховики. Так вот, вот все эти люди, которые и не меня смотрят, а других блогеров смотрят или там другой информационный ресурс потребляют, эти люди тоже за свободу и независимость, но они тоже не могут говорить. Вот в чем наша задача. Нас очень много. Я почему привожу других, потому что и у других тоже смотрят, общаются, но некоторые обмануты по большей части, но факт остается фактом. Люди не могут говорить своего мнения. Не просто твоя жизнь под угрозой, а жизнь всех родственников. Вот поэтому у нас такие проблемы. Вам не нужно так. Я смотрю, что украинцы на всех таких передачах во всем мире. И вам надо делать. Да, Хорзум, надо. Именно этим я и занимаюсь. Я пытаюсь объяснить чеченцам, что нам нужно информационно себя отстаивать свои права. И вы то же самое говорите, что вот нужно доносить о нашей проблеме, показывать, что мы нормальные люди, заслуживающие свое государство, наверное, как никто другой. Но вот сегодня такая ситуация. Это не значит, что эта ситуация не взрывоопасная.
Это не значит, что не изменится ситуация в корне. Но вот пока сегодня так, именно так ситуация, дела обстоят. Так, я против, алейкум ассалам. Так, Альбек Хагаду Машал, чубо жбуй Америкош, бо Зареченский чу. Самогат не знает доек бошена. Пока можешь расслабиться, Бог бацо. Ну, а сходит айшек дамавало, сюгладох, слушайте меня и Голос Америки, и у вас будет информация нужная и достоверная. Да? Аслан, что скажешь насчет мобилизации? Говорят, из дома забирают совершеннолетних и несовершеннолетних тоже. Короче, кучу собирают и отправляют. Да, Адам, забирают. Есть много потерь уже. Об этом не говорят. Об этом нельзя говорить. Это шифруется эта информация. Когда люди погибают, об этом тоже не сообщается. Тела не вывозятся, если там оказываются рядом товарищи, друзья, они вывозят, а так тело остается или же где-то на поле лежать в Украине, или же тела уничтожаются специально за каждым там вот этой группой, там есть специально у армии фашистской России крематории передвижные, и ну вот такая ситуация. Забирают всех, забирают и несовершеннолетних, пока их записывают, их пока я не слышал, чтобы забирали, но переписывают, забирают, готовятся к тому, что вот их будут забираться. Они готовятся к длительной войне, 10 лет, например, планирует Путин и его банда. Они тем самым хотят, чтобы Украина, Запад, мир устал, выдохся, потому что мир, Запад из-за этой войны несет большие издержки, большие финансовые убытки. Поэтому вот такая вот пока ситуация. Посмотрим, что из этого будет. Но нам, чеченцам, нужно, вот как нам говорит Хорзум и другим, нужно что-то делать, говорить, показывать нашу культуру и отстаивать наши права. Потому что те, кто находится дома, они рассчитывают на нас. Они рассчитывают, что мы как-то сможем помочь защитить. Но наступают очень страшные времена в России. Для чеченцев они уже давно наступили, но сейчас для всех наступают. И такая криминогенная обстановка наступит в России, и к этому идет семимильными шагами все. Я уже представляю лезгинку в национальных костюмах на X-Factor в Германии и США. Да, Хорзом, было бы очень круто. У нас очень есть хорошие специалисты в этой области. Вообще классно танцуют, классно представляют нашу культуру. Но возникает ситуация, опять же, финансирования. И вот в основном вот эти танцевальные певцы, певички, вот эти танцевальные ансамбли, они все финансируются, они уже давно прибраны фашистской Россией под свою опеку. Те то же самое спортсмены, мы могли бы, у нас есть спортсмены, вот они бы могли бы, даже не говоря уже о том, что певцы, певички, вроде бы там такая профессия не очень такая смелая, там и так далее, на первый взгляд, кажется. Есть люди, которые дерутся за деньги, готовы умереть на этом ринге за деньги. Вот эти люди не то, что нам помогают, не то, что они не участвуют в этом, они помогают вот этому преступному оккупационному фашистскому режиму. Вот как дела обстоят. Мы потерпим, но Россия должна исчезнуть с карты мира. Вальдемар, это самое лучшее, что произойдет в этом мире с момента создания этого мира. Да, будем надеяться, что так и произойдет. Витаю всех, слава Украине. Героям слава, витаю вас, Андрей, витаю. Так. Алейкум ассалам, войнах, Амир, Хамза, Шавега Машвоя.
алейкум вараматуллахи ва баракату. Аслан, дал бухастам, что наконец-то нашел твой канал. Хочу ахил мау хамза. По-моему, вот с этим флагом и с вот твоим ником я тебя тут видел. Аслан, худалошик, лойшу дик амир, дал бухастам. Так, дал Кельвельцанаса, амин. Автор этой песни, что я говорю, расстрелял автора этой песни, что я говорю, расстрелял НКВДшник. Ну вот у нас то же самое происходит. Более того, не только певцы и певички, не только чеченские певцы и певички не помогают своему народу, не только они участвуют в легализации, популяризации фашистского режима оккупационного, но еще со всего мира за большие деньги Майк Тайсон, Ван Дам, Тереза Май, как ее, скрипачка что ли была, там, или кто она. Ну и вот эти все даже известные со всего мира, в том числе и американцы, приезжали и у Рамзана гостили, и там с ним рядом Ван Дам сидел. Короче говоря, вот так вот мир устроен. Вот так вот. Но и Ван Дам, и Майк Тайсон, и все другие пособники оккупационного фашистского режима, которые побывали в нашей стране, если я доживу до этого времени, я гарантирую, что их нога больше никогда не ступит на нашу землю. Это я могу гарантировать. В санкционные списки они попадут однозначно, что они никогда не посетят мою страну больше. Никогда. Это я могу гарантировать. Больше я ничего сделать не могу, не имею права. Но вот это я думаю, я имею право, и я это сделаю. Светлана Хадзевич, витаю, Аслан. Как вы выдерживаете идиотов в чат-рулетке? Здоровья вам. Все будет Ичкерия, все будет Украина, ЧРИ. Обязательно. Витаю вас, Светлана. Ну, выдерживать нетрудно на самом деле, потому что, Бог дал выдержку их терпеть. Сейчас я даже могу сказать, что они очень себя ведут, особенно когда ты представляешься кадыровцам. Какие милые и какие добрые бывают. Там можно на них наезжать, можно на них матом даже ругаться. Они очень такие толерантные и послушные. Раньше же, когда я заходил еще 3 года назад, 4 года назад, такого я не замечал. Ну, правда, я и кадыровцам тогда не представлялся. Я знаю, что сейчас могут вырезать эти куски и будут это все делать, но мне глубоко плевать, конечно. Мне неприятно это говорить с ними, на эту тему говорить, но хочется залезть в душу, как говорится, посмотреть, о чем думают, когда своего увидят. Ну и потом потихонечку провоцировать. Мне кажется, это интересно и мне, и я думаю, вам тоже, судя по отзывам. Поэтому я буду продолжать эту работу потихонечку. Ну и выходить на российское пространство, чтобы постараться немножко свой фронт работы и на информационном фронте войны попытаюсь сделать. Да, Тереза Мэй ее Осколи звали. Да, скрипачка Тереза Мэй. Осман Машволь, алейкум ассалам. Искренне благодарю, Аслан, за работу чат-рулетки. Искренне желаю удачи, ни шагу назад, только вперед. Я верю тебе, Аслан, все будет Ичкерия, все будет Украина, живи Ичкерия. Амин. Дейрейс хуль, да. Хат Мелюиза, Мокшмеш, Андуесан, Дал-Мула, все хорошо. Так, Аслан, Ари Ханчуа, Моуши Лиш Готрун, из Болдутиши, специально Милмилу Хажу. Аслан, Ари Ханчуа, Ари Хенчуа, Моуши Лиш Готрун. Миршва абюцеш, Амир, Миршва абюцеш, Лишвеш, Миршва Боа. О чем речь? Не понял я тебя. Как вам заявление Кадырова про поддержку Ичкерии и Европейского Союза спешит откреститься от Путина?
Нет, юзер, нет, это не так. На самом деле нужно признать, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Кадыров говорит правду, несмотря на то, что польский премьер-министр сказал слова в поддержке Ичкерии, и ему огромная благодарность за эту поддержку. Именно эту поддержку я вот своей деятельностью, пытаясь обратить на себя внимание, на нашу проблему внимание, ищу этой поддержки и помощи. Но я вам скажу, Запад, все на Западе фактически оставили нас один на один с людоедом. С диким, с бешеным зверем-людоедом, который нас уничтожал. Рамзан Кадыров и его люди приезжали в Европу, про арабские страны я не говорю, это пособники этого геноцида, а эти молчаливые соучастники, ну иногда и не молчаливые, например, там певцы, певички, о которых я говорил, и не только они, приезжали в Чечню, там представителю Германии Кадырова и так далее, и так далее. Никакой это не представитель Кадырова, это представитель ФСБ, Кадыров является марионеткой ФСБ и так далее, и так далее. Поэтому то, что сказал Рамзан Кадыров, это абсолютнейшая в этом контексте правда. В этом единственном случае он сказал правду. Как он ранее сказал, что 300 тысяч наших граждан Россия уничтожила. Он это сказал. И это тоже правда. Да, нас оставили. И не только оставили. Сейчас, как я вижу, нас пытаются объединить против Кадырова с прорусскими чеченами. Нас пытаются с ними объединить. Для того, чтобы мы свергли Кадырова. А вот я Западу заявляю, всем заявляю, мы не согласны вообще на присутствие России на нашей территории, на присутствие в государственных органах власти нашей страны людей, которые коллаборационировали с фашистской Россией, с террористической бандой ФСБ. Мы против терроризма. Любого вида, любого проявления. Террористическая банда ФСБ является террористической, соответственно, бандой. Поэтому те люди, которые раньше работали судьями, работали разные другие должности занимали, помогали уничтожать, оккупировать чеченский народ, чеченское государство, эти люди нам сейчас с ними заигрывают, им выделяются гранты, с ними пытаются вести диалоги и так далее, и так далее. Поэтому в этом плане мы должны прямо и четко сказать, Запад, который нас поддержал в начале нашего сопротивления против русской агрессии, оставил нас один на один. Да, наша вина в этом тоже была, не спорю. Но так откровенно, я считаю, что это неправильно. Поэтому вот как-то так. И не хочет он откреститься. Вот возвращаясь к вашему вопросу, не хочет он от Путина откреститься. Просто он щелкнул по носу Запад, имея аргумент. И я вам скажу, знаете, что говорят кадыровцы? Они говорят, некоторые из них, если бы нас Запад не оставил бы, мы бы не перешли на сторону русских, они говорят. Наши семьи уничтожались, вы не воевали, они вот мне, например, говорят, ты не воевал, тебе угрозы не было, а я начал воевать, вышел, все наши командиры погибли, а некоторые или сбежали, или перешли на сторону русских. Что мне оставалось делать? Погибать или дать всю семью уничтожить? Абсолютно бессмысленно, безвыигрышно. Вот такие аргументы они приводят. И я вам скажу, конечно, это никак не оправдывает, конечно, но доля здравого поведения в его действиях я наблюдаю. Когда весь мир поддерживает, ты же знаешь, что такое Россия. Какая у нее сила, сколько у нее оружия. Весь мир сейчас помогает Украине. И как мы видим, идут тяжелые бои. А что мы могли сделать? Маленькое государство, небольшой народ. Что мы могли сделать? И многие чеченцы понимали, что если Запад нам не поможет, мы не выстоим. И в первую войну,
Первую русско-чеченскую войну, нам Запад помог и войну остановил. Но что сделал Тим Гульдеман? Он сказал там включить, например, Кутаева в правительство Аслана Масхадова, президента. Ну так говорят, по крайней мере. Я не знаю, у меня достоверной информации нет. И таким образом у нас произошло, вот, все вернулось на круги своя. Понимаете? Они нас ссорят, они нас стравливают, они нас убивают, а сами они вот появляются сверху. Как плесень, которую вы просто заштукатурите, она снова выходит. Вот такая вот ситуация произошла. Как-то так. Как-то так. Очень сложная у нас проблема. Вы, если помните, Явлинского, который сказал, что обратился к Западу и сказал, а вы помните, говорит Явлинский, что кто выделял деньги, когда шла война в Чечне? Потому что русских начали всех под одну гребенку. И Явлинского туда же записали. Потому что так и есть. Несмотря на то, что Явлинский самый адекватный из всех, кого там можно найти, при всем при этом Явлинский, является, разделяет ответственность, получается. А как по-другому, если он и политик, и так далее, если он позволяет своей стране совершать такие преступления. Был депутатом, был на хороших должностях и так далее, и так далее. И вот он говорит Западу, а вы что нам, а вы забыли, говорит Западу, как вы деньги выделяли? Это знаете о чем говорит? Он не за чеченцев заступается. Он просто бьет, как и Кадыров, по носу, говорит, а вы забыли? И так вот, Запад должен это не забыть. И мы это тоже помним, не только Явлинский и Кадыров это помнят. И мы это тоже помним. И поэтому я считаю, что в этом случае с нами должен быть честный диалог, честный разговор с нами должен быть. В противном случае никакого порядка в Чечне не будет. Чеченцы 95% разделяют мои убеждения, мои взгляды на то, что произошло. И мы не согласимся с тем, что люди Хасбулатовы, Заугаевы, как их там, Янгулбаевы, Кутаевы, эти люди привели нам эту войну. Потом их Путин просто прогнал от власти и поставил своего себе легко управляемого, потому что на них преступления, на них они на крючке все находились. И вот фактически без этих людей чеченцы только так готовы строить свое государство. И вот это наша позиция, и она не изменится, что бы ни произошло. Что угодно может, да, нас уничтожала фашистская Россия. Наша позиция не изменилась. Она слово в слово, дело в дело повторяется та, которая была у нас с начала Первой русско-чеченской войны. И она остается неизменной. Да, люди боятся, да, люди оболванены некоторой пропагандой. Но по большому счету мы, чеченцы, очень хорошо чувствуем, видим фальшь, даже не будучи образованными, даже не имея достаточно информации по тому или иному случаю. Мы очень неплохо ориентируемся, при всем при этом фальшь чувствуем. При всем при этом, конечно же, как наивные люди, легко верим, особенно если это связано с религиозной тематикой, верим разным ИПСО, да, информационно-психологической специальным операциям. Попадаемся на них. Да, это такое бывает. Но вот нам нужно понимать, что если мы строим государство, и Запад видит в нас надежных, верных, от души верных, понимаете, Россия всегда пыталась нас сделать насильно. Насильно мил не будешь, как говорится. И если не будет честности, порядочности, то никакого созидания, никакого развития, душевного спокойствия у чеченцев не будет. Поэтому, да, есть вина, ее нужно признать. Мы признаем свою вину. Я, например, могу признать отчасти вину нашего руководства. Ну, таким же макаром нужно признавать и свою вину и сказать, да, ребята, ну вот так вот было, давайте решать как-нибудь. И мы решим. Я уверен, что это нерешаемых вопросов нет.
Тем более у нас есть очень верные, надежные сторонники и друзья нашего народа, нашего государства. И в Литве есть, и в Англии есть, и в Америке есть, и везде есть, и тут в Германии есть. Но для этого нужно сесть и разговаривать, а не разговаривать с какими-то там людьми, которые нам это все зло устроили, которые завлекли, зазывали вот этих русских оккупантов на нашу землю. Так, я помню, старики говорили, их нет. Так, куда это делось? Да, Ванесса Мэй, да, я исправился. Мне тут подсказали, все верно. В Европе Ичкери Юкабеш бьютер асам специально мил вахаж лишь дуйтиш я де дайс эстет. Амир, я не знаю, можем завтра об этом еще поговорить. Сум цахашон сега доллак. Я не верю ни той стороне, потому что я знаю и ту сторону. Я уже всю эту кашу, всю я разобрался для себя, и я поэтому не верю. Что говорят? Могут они инсценировку делать? Могут. Могут они друг на друга заявления писать? Не сомневаюсь, могут. Все что угодно там может быть. Воецаря касты, воецаря дистанцироваться. Цедой валава шавик белурмову. Шавик бехирмову царь. Настя, как на твой взгляд активизация и что ты думаешь по поводу заявления Масхадова Анзора? Я не знаю, что я могу сказать. Я так же, как и вы, увидел это заявление в интернете. И как я сейчас сказал, может ли и эта сторона писать друг на друга заявления? Конечно, может. Более того, я уверен, они могут еще хуже сделать поступки друг по отношению друг к другу. Обе стороны. Поэтому для меня они, да, горши, пока соищать, все вот отходят в сторону, да, дик лоуз бирасиш, дик ирцерсо. Ош бола ночи абумач, да, ночи оман, сатюш, кахвикшна абумач. Так, Маш Воль, Мустамаш. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Я видел видео, где отправляет своего сына Анзора от своего лица в Европу. Да, это видео выставляет кронпринц, который, ну, они за власть пытаются бороться, пытаются сейчас Западу понравиться, сейчас Запад делает выбор, на ком-то хочет остановиться, но нет кандидатуры, которую поддерживал бы народ. А этих, ни вот этого Джамбулата, ни вот этого Закаева, народ не поддерживает. Чеченский народ от них не поддерживает. Когда я его даже поддерживал и популяризировал, мне тогда я знал, что огромное количество людей его не поддерживает. И мне писали об этом, и при встречах, на митингах, где угодно мне говорили об этом. Поэтому они борются за власть. Хотя им нужно не за власть бороться, да, а бороться нужно за то, чтобы мобилизации, как-то помочь людям, которые сейчас происходит вот эта мобилизация. За все это время активизации ни Закаева, ни других мы не видели. Я свидетель этому. Я видел, как здесь вообще было практически пусто. Практически вот на нашем информационном поле орудовали разные там Дугазаевы, Кадыровские, Мудыровские, там разные действовали. Поэтому эти люди, они не представляют чеченский народ. Поэтому они могут называться кем угодно, там, президентами, правительствами, там, галактику представлять, там, я не знаю, солнечную систему представлять. Но это все в их фантазиях. Так, давайте почитаем комментарии в YouTube. Аслан, ты забьешь гвоздь в гроб последнего русского оккупанта, покинувшего Ичкерию. Дай бог, Вальдемар, дай бог. Аслан, салам Ашал, вопрос, по-твоему, почему политики разных стран Европы ведут какие-то дела с шариатчиком Закаевым? Разве они не знают, кто он и чем он занимается? Делер салам Ашал. Ну, конечно, знают. Они знают, Запад, американская, английская разведка, знают, ну, практически 100%
про все вот в Европе находящихся чеченцев, и не только в Европе, и, наверное, во временно оккупированной Чеченской Республики, конечно, знают. Конечно, знают. Они имеют дело с кем угодно. Они имели дело с Путиным, они имели дело с кем угодно, как угодно, с Патрушевым. Беда у отца. Главное, чтобы им какие-то цели достигать. Это не значит, что его поддерживают там как представителя народа там, и так далее, хотя он это пытается так преподнести. Это не так. Не поддерживает и не будет поддерживать. Никогда Закаева чеченский народ не поддержит. И его мечты стать лидером чеченской нации останутся его мечтами. Это исключено просто. Знаю просто, о чем говорю, так как нахожусь в чеченском обществе. А то, что ведут дела, ну, с кем угодно ведут. И шариатчиками ведут, с разными людьми ведут, скажем так. Так, пойдемте дальше. Сегодня видео. Так, сторонник ИГ выступает в Европе как политик, как Дима, и подло, нагло дурит всех и вся. Вы правы, вашими руками хотят сделать грязные дела насчет Кадырова. Да, хотят, чтобы чеченцы уничтожили Кадырова. Когда чеченцев уничтожал Кадыров и банда ФСБ, Игорь Хвостиков, Игорь Кочнев, Бортников, Патрушев, Путин, мы были террористами. Теперь же они стали террористами и хотят за наш счет его сдвинуть. Мы не против. Но давайте разговаривать. Давайте решать. А не так, что мы подвинем народ, то есть 95% чеченцев подвинут Кадырова, а в итоге получится, что мы окажемся опять в зависимости России или ее людей, которых нам пытаются сюда впихнуть. Тот же Закаев пытается, и Алимпаш Салтыханов пытается, Ингулбаевых нам пропихнуть, там этих судью вот этого Ингулбаева и так далее. Поэтому так что вот так вот, да. Да, победа будет, и весь мир увидит, как будет Ичкерия жить. Путь с Украиной до Ичкерии. Да, Алмула. Всем на всех плевать, у всех свой шкурный интерес. Ну, Феникс, за всех не говори, у тебя же его нет, значит уже не у всех. Немцов не был, Осман Адаев, не был Немцов против войны у нас, не был. Он собирал подписи для того, чтобы пропиариться, чтобы подвинуть немножко Ельцина. Война была неинтересная, на Западе она не пользовалась поддержкой. И он провел такую демократическую процедуру, собрал 1 000 000 подписей, которые ровным счетом никак не повлияли на те действия, которые происходила фашистская Россия в нашей стране. Единственное, что остановило это 855 чеченских бойцов, которые вошли в город Джахар, тогда еще город Грозный, и его полностью блокировала. И тем самым вынудила русских террористов сесть за стол переговоров. Но русские террористы, опять же, тут нужно говорить правду, русские террористы никогда бы не сели бы с нами за стол переговоров. Там находилось 40 000 или даже больше оккупационных войск в городе Джахаре, ну, в городе Грозном тогда. Там был еще Гудермес, Шали, по-моему, там тоже были операции. Аргун, по-моему, в нескольких городах, но основной удар был на город Грозный. Если бы Запад нам в этом не помог, если бы Запад не вынудил Россию, фашистскую Россию, которая наладан дышала, у которой все было плохо, война не пользовалась популярностью в фашистской России, тогда более-менее была свобода слова, там, ну, небольшая такая гласность появилась. Вот благодаря этому мы смогли просто закончить ту войну. Вот. И Немцов на этом пиарился. Вот, только и всего. Немцов тоже был ярым имперцем. Он прямо был против чеченской государственности. Да, они все такие. Хасбулатов вообще ни разу не высказался категорично.
Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Ферстман. Так, ассаламу алейкум, Казахстан. Ва алейкум ассалам. Аслан, ты забьешь, так это я уже читал. А те люди, которые совершили преступление в Чечне, в 2 войнах, они не наказаны, они свободно ездят по России, по Европе, как будто ничего не было. Как ты думаешь, Асан, спрос будет с них? Адам, если мы спросим, будет. Вейшему цахоте не будет. Цанни балбатсон, вей борч был, цанни балбатсон суманц. Я хочу, чтобы они ответили за свои преступления, когда мы восстановим Ичкерию. Значит, ответят, если ты этого сильно хочешь. Так, кто может стать лидером чеченского народа? Лидером чеченского народа может стать любой чеченец, потому что каждый чеченец генерал и каждый чеченец герой. Поэтому каждый чеченец может стать лидером. Вот и все. Но этот лидер должен быть незапятнанной репутацией, он должен быть абсолютно прозрачен для своего народа, чтобы видели, что он не играет на сторону врага и думает и заботится о своем народе. Только такой человек может стать лидером чеченского народа. А человек, который пытается во время войны набить карманы себе со средств, которые направляются на войну, этот человек не будет, как минимум, не будет думать о своем народе. Это как минимум. А как максимум продаст этот народ, если кто-то заплатит. Джамлел, адвокат, юрист Хальцавиз, заявление язда. Айга доказать, что Аюбара. Но за царсень язда, да, состояние заявление. Цагуша, да, царшадега, да. А почему это Кадырка независимость Чечни вспомнил? Згрей, я только что об этом рассказывал. Он просто щелкнул по носу европейцев, которые не помогли нам, когда мы бились за свободу свою. Вот он просто сказал, ну, щелкнул по носу и все. Всем привет, я как всегда сначала не попал. Очень хочу послушать про последнее заявление Кадырова с упреками к Западу. Домитиев только что прокомментировал и это. У нас только Аслан Чеченская республика Ичкерия, как сказал наш Джахар Дудаев, других путей я не вижу. Нету другого пути. Иду к Шайга. Другого пути нет. Я тоже хочу тогда обвинять себя, объявить себя представителем президента. Мустан, имеешь право, почему нет? Да. Чисто войне барт баряч у ЛРЦУ. Каждый чечен может стать лидером. Чисто войне абарт. Я что-то не понял. Войне абарт баряч у ЛРЦУ. Ха ЛР Бова, Амир. Так, друзья. Сегодня в ТикТоке что-то очень мало людей. Что-то случилось. Все ушли на фронт, наверное. Все ушли на фронт. Войне барт. Барт богамел, да, цулилештек. Сон цуши, чугах жал, жалам тверду. Не то, что барт богах чуе. Барт богах, бош. Ночью вы использовать даляш ухаш я берша. Вы аудал дала дираду хазахич. Вы дойтерам да чунзег вы использовать. Рен мато южерам будешь.
Яқайға дойтыр, да, дец әргі дойтыр, да, дец анник дойтыр, да, цвой ниц хоч. Ну вот, смотрите, тут Рейтерс, говорят, сообщает. Против семейной пары в Германии Елены Колбасниковой и Макса Шлунда возбудили дело, по которому им грозит до 5 лет тюрьмы. Причина – они собрали 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии вооруженных бандсил, от себя говорю, на телефоны, рации и наушники. Вот вам, здрасте. Вот вам и пятерочка, да, спонсирование терроризма чистой воды. Так, если чеченцы не найдут, кроме Закаева или Тузика или Ингулбаева, что я тоже хочу участвовать. И можешь полный вперед. Очень хорошо. Брат, ты с какой палаты? С палаты номер 6. Заявление моя сделала. Сейчас я с дому оттетехуик, я задойти пейтбой шумдина олон. Заявлением я сдаю штайцерцен. Заявление. Я сдаю. Разберемся, да. Так, смотрите, только что сообщается на данный момент в России, Белгородской области, это сейчас время, сегодня, вот час назад информация поступила. В данный момент в России, Белгородской области обстреливают украинские дроны камикадзе по военным объектам. Как видно из первого видео, они не очень умеют пожимать руки. Но это с грузинского перевод, поэтому я чуть не совсем сам понял. Но факт остается фактом, что сейчас в Белгороде, Белгородской области жарко. Надо Бурсагова президента делать. Но будущий президент не должен быть гражданин Путина. Гражданин Путина, Милутиш Мустан. Гражданин фашистской России боя. Ну, нам всем, смотрите, у нас на у нас дома большая часть людей находится дома, нашего народа. И эти люди будут играть главную скрипку во всех процессах. Здесь сейчас пытаются наводить какие-то мосты, пытаются с кем-то там дружить, там общаться и так далее. Но основные действия, события будут разворачиваться непосредственно на нашей земле. Так будет все происходить. Решать все там будут они, те, кто находится дома. Поэтому тот, кто там себя там пытается зарекомендовать здесь на Западе, ну, нужно делать, нужно наводить мосты, нужно всячески пытаться договариваться. Всячески. Президент должен быть не очень важным, важен его круг. Саламашал, ну, ичкерир, берзлойшк, дейлир саламашал, выль. Основа, когда станете министром юстиции, не стану я скоро никаким министром, не стоит эти вещи даже писать. Так, лидер заслужит стать только тот, кто откажется от себя и отдаст всего себя народу. Да. Батальон шейха Мансура чем не новый кабинет министров Ичкерии? Батальон шейха Мансура это воины, это солдаты.
И они не в политике, они говорили. Вот все эти 8 лет они сторонились политики и не участвовали в политике. Если кто-то из них изъявит желание и будет заниматься политической деятельностью, то ему, наверное, придется сложить в себя оружие и одеть цивильный костюм, потому что ООН, Организация Объединенных Наций, принимает только миролюбивые государства. Поэтому, конечно же, нужно будет в этом направлении двигаться. А так, конечно, каждый чеченец имеет право. И батальон Шейх Мансур ничем не отличается от других чеченцев, от того же, кто Мустана, который мне здесь писал. Каждый чеченец генерал, и каждый чеченец имеет право. Вот и все. Есть желание, если желание осталось, спросить с ней, и мы спросим, тот, кто с нами, он будет с нами, кто не с нами, пусть не мешает, смотрит со стороны, наблюдает. Теперь, как сказал наш Она Борз, Елах Катуо, Борзила Катуо, Я Цасатуо. Хахита я хоуц инсаго, мавац, хоц ин провокатору. Зам, провокатор хоу. Хочу я комментарий сейчас ашул, анонимно. Хо провокатор ваца, хочу вали. Хочу вали, тикток, что прямой эфир он союз. Хаумилу, гоич, все как амел хади. Провокатор, вари дает дуинда ночешки, ши олштега, ши амилу, гоич, юах гоич, да олшту. Аз юах гоич, да олш, лечду. Хо дайху шу закаевина, джамбулатина, цан халар суи цани қастығы шуа. Та цари жуаплу шуа. Хочу валтақ. Хо провокатор, воти, хо беш хуна ночи уи ха гоич. Хочу вал. Дистролой. Провокатор, хау дуокнак. Мне бы хотелось, чтобы Аслан стал министром СБУ. Спасибо, Хорзум, спасибо, но я оставлю это все дело и займусь чем-нибудь приятным и полезным для себя. Я и так много времени уже потратил, а у меня столько уже накопилось проблем, которые нужно будет решать. Аслан, хочу проверить твои знания. Ответь, что и кто мешает победить Кремль Украине? Не игнорируй. В смысле, а зачем ты меня проверяешь? Ты, да, экзамен, что ли, я тебе сдаю? Кто мешает победить? Я не знаю, что ты имеешь в виду, что кто мешает. У тебя конспирологическая версия или обычная вот эти русские террористы, вооруженные до зубов, мешают победить. Не понял, а что ты имеешь в виду? Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Аслан, ты должен знать, этот пост президент или как минимум государственный прокурор или судья должен занять. Не должен я ничего, Мустан. Вот то, что вы говорите, вы вредите моему делу, нашему общему делу, если вы такие вещи говорите. Не должен я, никому ничего я не должен. Ничего мне не нужно. У меня своя миссия. Если меня спросить, Америка оружие помогает Украине. Если меня спросить, американское оружие помогает Украине. Да, но это ответ Чаборзу. Так, назовите улицу в будущей свободной Ичкерии в честь нашей ЗСУ, которая сейчас и наша, и ваша. Абсолютно согласен с Грей, обязательно назовем. Обязательно. Кадыров сказал, что без России 1,5 миллиона чеченцев никому не будут кормить и одевать, некому будут кормить и одевать. Просто удивительно, до чего он довел Ичкерию за время своего управления. Дометиев, это большая ошибка считать, что Кадыров довел. Кадыров это марионетка, это кукла, которая имеет 3 класса образования. Это раздутая фигура, так же раздута, как сейчас раздувают Пригожина. Достаточно просто всем российским фашистским средствам массовой информации говорить об этом человеке, и начинают о нем уже все повторять и говорить. Нет, Кадыров ноль без палочки. Без России, без нее он вообще ничего не делает. Довела нас Россия, террористическая банда ФСБ. Кадыров это всего лишь один палец этой руки, который душит чеченский народ. Кстати говоря, как и украинский сейчас народ. А этих пальцев и ГРУ, и ФСБ, и вот Кадыров, администрация президента там, и еще куча разных там, и МВД, и ФСИН, и другие, третий, десятый, которые душат. А в целом это управляется всем головным офисом
является террористическая банда ФСБ, которая находится на Лубянке. Ну и в Кремле, соответственно. Теперь ФСБшники сейчас захватили и Кремль полностью. Всегда он ими контролировал. Теперь они его полностью захватили. Вот и все. И Кадыров может что угодно говорить, но Россия нам должна около $1 триллиона. Триллиона за все разрушения, за все третье, десятое, что она нам сделала, нанесла. Поэтому деньги у нас есть, Кадыров пускай не переживает. И вообще, я думаю, это его не касается. Его задача служить русским. Ну, пускай едет себе в Рязань и там служит им. Я общаюсь в чат рулетки, и иногда, вы видели эти видео, где я представляюсь кадыровцем, там Ахмад Силас, там туда-сюда. И так вот, я вам скажу, мне не все говорят, когда я говорю Ахмад Силас, мне не все отвечают. И некоторые говорят, да, хорошо, Россия это сила мне, вот так отвечают. Ненависть к Кадырову и кадыровцам у русских, чеченцам, они не делят нас, тем более к предателям, они еще хуже относятся. К чеченцам, у них на генетическом уровне, они нас ненавидят так, как все чеченцы вместе взятые не смогли бы так ненавидеть. Даже самый простой бич-алкаш в собственной луже лежит под забором, он ненавидит чеченцев такой лютой ненавистью, которая чеченцам даже не снилась. Поэтому все беды идут от русских, от террористической банды ФСБ. А Кадыров может быть самый кровавый из этих пальцев, но он всего лишь один палец, который душит чеченский народ, как и, впрочем, украинский народ. Мы без России жили прекрасно, просто чудесно, и будем жить красиво, все будет Ичкерия, но мы не забудем все то зло, что они натворили на чеченском народе, и будет проклят тот чеченец, который забудет. Аминь. Совершенно верно, Сгрей, абсолютно. Кадыров марионетка, как и Лукашенко. Но не как, я думаю, Лукашенко. Смотрите, когда разваливался Советский Союз, КГБ республик, был центральный аппарат в Москве, и был у каждого в республиках были свои КГБшники. Так вот, когда разваливался, Беларусь досталась вот тем же КГБшникам. Единственное, некоторым странам удалось вырваться. Украине наполовину удалось, там она билась благодаря патриотам Украины. А страны Балтии безболезненно, практически небольшой кровью, и удалось им вырваться. И сразу же у них было правительство, которое 50 лет было в изгнании. И так далее. Была помощь, они хорошо были интегрированы в западную культуру, цивилизацию. Им было попроще. И граничили, соответственно, они с западными странами. Кому еще удалось? Еще там кому-то удалось, надо сейчас подумать. Так вот, и все остальное Лукашенко остался, КГБшники остались у власти, и все, и Лукашенко управляет страной. Поэтому можно сказать, не просто он марионетка, он, можно сказать, в определенной степени на равных с Путиным. Да, он младший, он послабее, там и с деньгами, и с вооружением у него похуже. Но Кадыров это стопроцентная марионетка. Вообще без своего слова, без своего мнения. Понимаете? У Лукашенко, конечно же, мнение есть, свое слово есть. Кадыров вообще никто, он 0, как бы сказать, шестерка путинская. Это Путин и ФСБ рулит всю эту систему. Да, именно так, Адам. Операция «Джихад» одна из самых успешных во время Первой русско-чеченской войны. Наверное, да, можно, согласиться с этим. Было много хороших, успешных операций, конечно, но это, наверное, была такая завершающая и очень такая хорошая операция. Лукашенко уже 29 лет правит. Да, именно вот поэтому он и правит, потому что он КГБшник. Так, пойдемте дальше. Я бы сказал не палец, а волос. Пальцы намного. Можно это, Муэларис, Басаевс, да, достойный боярец, подонок Кадырова, младшего. Достойный он.
Ну, короче, преступник. Чаборс, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Ты какие-то вопросы странные задаешь. Ты вот заходишь оттуда, какие-то вопросы, проверяешь меня на профессионализм и так далее. Если ты профессиональный, сделай ты лучше, чем я. Чего ты мне тут указываешь? Как говорится, не учи меня жить, а помоги материально. Бачунден, ну помоги, давай, я тебе дам компьютер, вместо автомата сядешь и будешь, давай, я тебе камеру хорошую поставлю, будешь работать, да. И ты задаешь вопрос, ну и что Кадыров палец Путина? Как критика Кремля и Кадыров может помочь нам? Это просто верх твоего интеллектуализма, наверное. Я просто не знаю, как это просто цитировать. А что нам нужно? Не критиковать Путина и ФСБ, Кадыров так между делом, я согласен. Я не понимаю просто, что ты имеешь в виду. Можешь ты развернуть свою мысль? Не все русские плохие, весь народ нельзя унижать. Я абсолютно согласен, Руслан. Я весь русский народ не унижаю. Речь идет не об этнических русских, а о политических имперцах русских. Всегда я это подчеркиваю, говорю, но каждый раз не делаю этого. По умолчанию это именно как ты и говоришь. Полностью с тобой согласен. Так, если нас... Так, куда делся? Ясно. Если нас признают независимые многие, Россия должна нам компенсацию за 44 и две войны. Да, именно так, Амир. Абсолютно так. Абсолютно. Окей, Кремля был приказ убить около 100 мирных людей из Мурской пол начала Второй войны. Окей, Кремля. Из Кремля был приказ, наверное, год убить около 100 мирных людей из Мурской. Соцакит, обочина, От Кремля был приказ убить около 100 мирных людей из Мурской Бокуду. Пол в начале Мурской пол. Соцакита. Ну что же, переобулись. 8 апреля это уже скоро. А что 8 апреля? Мои вопросы стратегического характера. Чеборз, или значение, пишет. Чеборз, я не знаю, стратегического или нет, но у тебя самомнение очень неплохое, я тебе скажу. Тебе надо идти в спорт, у тебя все получится. Поэтому твои стратегические вопросы, они не будут котироваться, а вот может подраться у тебя получится с такой самооценкой. Это просто верховенство трусости, сбежать с родины и поливать грязью врагов в лицо надо. Ну приезжай, Алекс, с удовольствием, в рожу тебе плюну, не просто буду с тобой ругаться, я тебе в рожу плюну. Если поддерживаешь геноцид чеченского народа, оккупацию моей страны, с удовольствием просто, получу просто неизгладимые просто впечатления от этого. Приезжай. А если ты говоришь, что не нужно сбегать, там нужно там это, то все, ну давай ты с Путиным приедешь, можешь Кадырова привести. Давай приводи. Что 8 апреля будет, вы узнаете 8 апреля. А ты знаешь, Алекс, что будет 9 апреля? И ты об этом узнаешь 9. Я честно был шокирован заявлением Кадырова. Все-таки думаю, это неспроста что-то он задумал. Дометиев, поверьте мне, это был просто ответ на то, что сказал польский премьер-министр. И все, ничего там нет. Кадыров полностью управляем. Абсолютно никакого выхода нет, на это не рассчитывайте. Но есть другая ситуация. Я замечаю, рано или поздно это должно было произойти, боюсь сглазить, как говорится, но по всей видимости, сейчас одну секунду.
По всей видимости, раскол в террористической банде ФСБ очень серьезный. Не зря Геннадий Гудков предлагает Патрушева за место Путина, потом предлагает, просит индульгенцию, гарантии для того, чтобы он мог, чтобы ФСБ могли сместить Путина. А Путин на это не готов идти, как я полагаю. И в моем понимании, по моим наблюдениям, Гиркин, который очень похож на человека, который взрывал дома в 1999 году, за которыми стоял Патрушев, который взял ответственность на себя, сказав, что попытка взрыва дома в Рязани это были учения, и там не было взрывчатки, а был сахар, он так сказал. И Гиркин с тех пор, как и Фейкин, как и Гудков, это люди из одного лагеря, которые ближе к Патрушеву, люди Патрушева, скажем так. И войну, вот основную вот инициативу этой войны, конечно же, на русском Фредди Крюгере Николае Патрушеве. И теперь Гиркин начал наезжать на ЧВК «Вагнер». «Вагнер» — это Министерство обороны. Министерство обороны — это Шойгу. Шойгу — это Путин. Это люди Путина. И я вижу вот на основании этого раскол между ними. Я боюсь еще раз сглазить это все дело, но по всей видимости может начаться очень серьезная зачистка. И она может начаться с террориста Гиркина, которого могут пленить и передать той же России, или просто той же Украине, или там Голландии, где проходил суд над террористами, сбившими MH17. И, скорее всего, сейчас будет зачистка не просто каких-то там неугодных, там навальнят, которые уже полностью зачищены и так далее. Будет зачистка среди силовиков. И, скорее всего, военные в лице того же Вагнера будут зачищать разных гибнюков. Как мы знаем, гибня друг друга уничтожала очень много раз. Да, она уничтожала нас всех, все народы, которые попадали под ее контроль. Сейчас, я полагаю, будет зачистка именно вот патрушевских. Вероятно будет, потому что, или они договорятся, потому что сейчас эта зачистка Мочилова друг друга может на время ослабить. Да, потом одна сторона, если победит, то тогда она еще сильнее укрепится. Но, по всей видимости, противоречия набирают обороты, и путинцы, которые большинство, и банды у Путина круче, и больше, и денег, и власть, соответственно, как у президента, и так далее. Но на местах решения принимают, все вот эти действия совершают, в том числе преступные, именно патрушевские. И войну в Чечне, вот, взорвав дома, начинали патрушевские. И тот же Степашин, но он из ФСБ, я не знаю, к какому лагерю он принадлежит. Может, отдельная какая-то такая весомая фигура, до которой очень много чеченской крови. Этот Степашин, который Чабанмахи и Карамахи решил уничтожить, сперва дав им построить свободное общество, а потом исламское свободное общество, а потом решил уничтожить это свободное общество. Ну вот приблизительно вот как-то так я вижу эту картину. А то, что Кадыров будет дергаться, не будет Кадыров дергаться против. Это вообще, что это какая-то фигура, даже не рассматривайте. Как и вот этот Пригожин. Нет, это абсолютно управляемая фигура, это только картинка, которую мы видим. Сзади, вот за ними огромный айсберг, а это только вот верхушка, которую нам показывают. А сам вопрос кажется странным, но как справляетесь с стрессом, связанным с блогерской деятельностью? Руслан, у меня вообще не бывает стресса. Я не знаю, что такое депрессия, стресс. Да, у меня бывает плохое настроение, я бываю уставший, я вывожусь из себя, но я немножко покричу, поору, и все, я опять в норме. В этом плане я выплескиваю энергию, и вот когда я пообщаюсь в стриме, пообщаюсь в чат-рулетке особенно,
Я чувствую прилив просто. Наверное, так я борюсь с стрессом. Ну и немножко физкультуры. Как высказался персонаж Булгакова в «Собачьем сердце» Шариков, первоклассный деляга. Первоклассный деляга. Ему прямо на митингах выступать, деньги зарабатывать. Про выступление Анзора с высокой трибуны мутный тип. Так. Аслан, ты все правильно сказал. Русские ненавидят чеченцев, только не только чеченцы, а почти все кавказские народы. У нас ненависть к Кавказу, у нас ненависть к Кавказу на генетическом уровне, хотя сами пришли на наши земли. Ну, у них ты, наверное, хотел сказать, Заур. Да, у них. Совершенно верно. Я чеченцев выделяю как особо ненавистных, потому что мы оказываем сопротивление, постоянно где-то бузим, там сопротивляемся. А так, конечно же, оказывают сопротивление не только чеченцы, и другие народы Кавказа, и нас всех ненавидят. Вы абсолютно ты прав. Да. Асан, ты по городу свободно гуляешь? Да, а что, я чего-то должен волноваться? А? Семи смертей не бывать, одной не миновать, как говорится. Чего я должен бояться? Асан, не обращай внимания, провокаторы зашли, задают тебе вопрос, как бы сказать, отвлекая тебя от темы. Не обращай внимания, только вперед. Договорились, Адам? Россия сама спасла геноцид депортации чечен-ингушей, как она правопродолжательно должна выплачивать репарации. Я не понял, что ты сказал. Не спасла, а признала. Ну, если она признала геноцид, она должна за это заплатить, правильно? Она же правопреемница СССР. Значит, она должна отвечать за все преступления СССР. Приятно смотреть на морду Соловьеву. Она отрицательно похорошела за последние месяцы. Главный рупор Кремля очень нервничает. Сгрей, абсолютно с тобой согласен. Я наблюдаю и смотрю, он так изменился за последний вот этот год. Он просто какая-то пожеванная тряпка уже стал. Хотя хорохорится, что-то там пытается. Но он уже знает. Уже все, конец. Они уже наверху самом знают. Ну, просто они пытаются оттянуть свой неминуемый конец. Лев Альтмар, Белковский. Союз чеченцев и евреев не только спасет Россию, но и переведет ее в новое историческое качество. Я попрошу Белковского дальше продолжать дружить со своим генералом КГБ, с которым он встречается и общается, и оставить чеченцев в покое. И я думаю, и евреев тоже, потому что последний раз, когда я его видел, в его там выступлении, он сказал, что он русский, когда ему задали вопрос. Поэтому не надо, спасибо нам, Белковский не глупый парень, уважение ему за его интеллект, но это нам не друг и тем более не советчик. Поэтому его советы нам не нужны. Мы спасать Россию, чеченцы, не намерены. Мы должны спасать самих себя. Россия все сделала так, чтобы мы были уничтожены. И нам ее спасать нет никакого желания. Да, мы говорим, объясняем русским, если они готовы отстоять свое право, это вперед. А чтобы сейчас договориться с чеченцами или какие-нибудь российские евреи, которые потакали геноциду чеченского народа, сейчас договорятся с кадыровцами, и они сейчас там войдут во власть, там евреи как бы прикроются, вот эти российские, которые являлись пособниками, как, например, Ходорковский какой-нибудь, если он еврей, который наживался на нашей крови, а теперь еще имеет наглость где-то там визжать из-под коряги. Вот эти люди, ну, нам не интересно. Чеченцев нет, которые будут спасать Россию. Спасать будут только подхолопные будут спасать Россию. Чеченцы ее спасать не будут. Почему вы так настаиваете на создании единого кавказского государства, несмотря на то, что не все народы хотят этого? Я не настаиваю на этом. Я этого хочу, но я не настаиваю. Где вы видели, что я настаиваю? Я этого очень хочу. Да, это вы правильно говорите. Это очень, это лучший вариант, если мы объединимся с нашими кавказскими народами. У нас похожий менталитет, у нас общая культура, у нас общие границы, у нас много общего, смешанные браки у нас есть. Поэтому я бы хотел, чтобы мы объединились.
И это очень важно, чтобы мы объединились. Мы стали бы сильнее, нас стало бы больше. Но вы правы, что не все народы этого хотят, и, к большому сожалению, это факт. И я об этом констатирую, хоть это мне и не нравится. Сейчас появляются разные симулякры, которые изображают, что они пытаются там и так далее. Ну а Запад, они, знаете как, сейчас появилась тема такая, что вот сейчас все радикалы, которые нам рассказывали, что мы построим шариат, что мы там за халифат там, и так далее, начали резко переобуваться. Стали демократами, стали уже эту тему забывать, там уже не говорить. И в прошлом году, еще в июне месяце, ЦРУ публично объявила о том, что борьба с терроризмом прекращается, и все внимание ЦРУ будет переключать на Китай. Китай является там более важной для них темой. Но они озвучили это только в прошлом году, в июне. Значит, пришли они к этому выводу, я уверен, год-два назад еще, до этого, до того, как они озвучили. И сейчас уже вот перестали появляться вот эти разные товарищи, которые вели нас в светлое будущее халифата. Халифату нас вели. Сейчас они стали вот, упорно переобуваться. Сейчас, подождите. Так вот, когда происходит, ну вот такое событие, да, что главное разведывательное управление в мире переключается с терроризма, то террористы из банды ФСБ, которые предлагают услуги разного рода, эти террористы уже не пользуются популярностью. Они должны быть полезными. Понимаете, как паразиты. Они вот есть какое-нибудь дерево, вот они к нему прилипают и пытаются как-то взаимодействовать. Вот так действовало ФСБ. Так происходили нападения, я в этом не сомневаюсь нисколько, на башни небоскребы, близнецы в Нью-Йорке. И об этом говорит Константин Боровой, что он знал информацию о нападении на эти близнецы до того, как это нападение произошло, и так далее, и так далее. Поэтому вот в таком направлении движется сейчас свобода кавказских народов. Появляются новые симулякры и сразу предлагается: Запад, Америка, Англия ищет людей, с кем можно взаимодействовать. И вот русские спецслужбы предлагают им вот такие варианты. Раньше они предлагали там исламистов, и террористов предлагали, и тех, кто борется с этими террористами, исламистами, они их предлагали. Да, и ФСБ свои услуги, ГРУ свои услуги, и в Сирии, и в Афганистане, везде, да, сами создавали, а потом сами предлагали помощь. Вот сейчас я наблюдаю приблизительно такое же искусственное создание разных дагестанских оппозиционных деятелей, других оппозиционных деятелей, о которых я никогда ранее не слышал, но сейчас они активно их начали раскручивать. И если им не мешают раскрутки, и они почему-то не боятся, вот, когда все это время молчали, а тут они раз и ожили, и уже они и не боятся, и говорят, а все это время почему-то молчали. У меня возникает вопрос, а настоящий ли он? И я прихожу к выводу, нет. И вот появляются такие симулякры. Для чего? Для того, чтобы если появятся настоящие среди дагестанцев, ингушей, кабардинцев, карачаевцев, черкесов, других, третьих, то они будут уже задвинуты, они будут маргинализированы. И если там появится какой-нибудь дагестанский настоящий оппозиционер, который хочет свой народ, свое государство, свою республику вывести из состава фашистской России и объединить ее в какой единый Кавказский там, союз, то на него обрушится вся мощь российской пропаганды, ФСБшной пропаганды. Я ее сам на себе каждый день испытывал и продолжаю испытывать, поэтому я приблизительно знаю, как они это делают.
И я вам скажу, что они имеют очень много людей, даже которых мы не подозреваем, что они являются агентами или там, полезными идиотами или агентами влияния российских спецслужб. И вот такие люди появляются, и так ведется борьба. Поэтому, да, все очень сложно, очень сложно. Поэтому я вижу единственный выход и для дагестанцев, и для русских, если они хотят, чтобы они спаслись, они чеченцы и евреи будут их спасать. Нам нафиг не надо их спасать. Я вижу только борьба за полный распуск террористической банды ФСБ, привлечение к уголовной ответственности особо одиозных террористов, рассекречивание всех архивов и КГБ, и ФСБ, и люстрация, как в самой России для русских, если им это нужно, а без этого и нам они жить спокойно не дадут. Ну и, соответственно, всех кавказских вот этих агентов, чтобы все, был сайт специальный, на этот сайт, вот у меня есть сайт Human Rights Center Ичкерия, вот на этот сайт я с удовольствием буду выкладывать вот эти фамилии, вот эти имена, вот их досье, которые имеются. И вот таким образом нужно работать, и только так мы сможем освободиться. Потому что если мы даже одолеем их, тот ресурс и та агентура, которая у них есть уже десятилетиями или даже века, или же век уже, которая у них сложилась, она будет нам мешать всячески, будет противодействовать и заводить нас туда, откуда выход только через войну или через лишение, трудностей и так далее. Поэтому вот я призываю не столько создавать свои какие-то оппозиционные группы, сколько, ну, их нужно создавать, они обязательно должны быть, но в первую очередь для борьбы против ФСБ. Вот единственная цель, мешающая, единственная преграда, мешающая к нашей цели, для нас, кавказской нации, как ее называл Джохар Дудаев, нашей кавказской нации, это террористическая банда ФСБ. И она должна быть подвержена люстрации, суду, наказанию, запрету, как террористическая организация, которая ее уже признают. Ну, признают Россию, но мозгом является, конечно, это ФСБ, и, соответственно, ФСБ является террористической. Ну вот как-то так, друзья, как-то так. Кто настаивает на государство, кавказское государство? Ну, да, Заур, абсолютно верно. Друзья, я перемотаю, извините. У каждого свое мнение, имеет право каждый свое мнение, Зорин. Но я не люблю, значит я не люблю. Это худший вариант. В лучшем случае объединение Чечни и Ингушетии, КБР и КЧР. Все остальное объединяться не будут. Может, Дербент отойдет к Азербайджану, и то не факт. Ну, не знаю, это мы сейчас гадаем на кофейной гуще. Büyüstik lady хахуль büyüstik маршиойло. Да, Муаса, мы красим отношения не имеем, мы красивые отношения не имеем. Всю жизнь бомбила нас, мы их что, должны спасать? Нет, мы врага не забудем, мы все помним. Нет, да не, у меня нет задачи такой говорить о нем. Но мне задают вопрос, как бы я отвечаю на вопросы. У меня как бы, тебя что, тебя чем-то задевает, что я говорю правду? А? Единый Кавказ нереален по принципиальным расхождениям в перспективе индивид развития стран. Дудаев пытался собрать Кавказ в самый выгодный час, но они его послали. Ну, послать они его не послали, Чаборс, ты полегче на поворотах. И... Ладно.
Дагестан не существует, есть Дерст. Ну как не существует? Есть на карте, значит существует. Так, давайте я тогда чуть-чуть вернусь. Другие ждут развала России с войной. Никто не посмеется отделиться. Никто не посмеет. Ну, да, ну, для того, чтобы посметь, нужно хотя бы какие-то ресурсы иметь. Пассионарную часть общества нужно иметь, там, и так далее, и так далее. Помощь, поддержка. Этого нет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассалам. Асан Маныч. Так. Жимлика еще аскухахтар дала. Так, Дагестан, так, Хеудартига. Аживай, вера комментарий. Ждем третий ход, увидим, что будет далее. Ну, русский, чтобы завязать, именно ичкерийский головореза. Так, Асан, ты боишься крутых поворотов? Я не понял тебя. Дели Машалма. Так, Асан, ты тут не прав. Смешанные браки нам объединяться, говоришь. Валай, Асан, не надо нам смешанный брак. Нам что, шустрые, не надо. Я просто, Адам, говорю, что есть такой факт. Есть смешанные браки, как ни с кем из других народов. Поэтому факт и все. Это всего лишь факт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салам. Так, и наша рубрика «Все зло от компьютерных игр» называется. До утра читал Достоевского, а потом пошел убивать. В Волгограде отличник юнармеец забил молотком спящую мать. Женщину убил собственный сын. Да, наверное, отобрала телефон, да. Перед осенью все закончится.
закончится в Украине, может быть. Ну, будем надеяться, что все закончится. Так, 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 так. Так, Асан, ты прав? Так, Асан, с одного Дагестана убито солдат больше, чем с Москвы. Нас просто уничтожают руками украинцев. Да, я знаю, Заур. Дагестан на первом месте по потерям, я это знаю. И в Москве не призывают, потому что, я полагаю, готовятся к обороне Москвы. Ну и, конечно, русские берегут. Это же как бы нужно показать, что вот на первом месте Дагестан, на втором месте Бурятия, на третьем там Чечня, еще какая-нибудь. И все эти национальные республики, и русские сидят, о, нормально, они в душе знают. Там у русских имперцев этот империализм, он такой особенный, он такой очень лицемерный. Они в лицо говорят одно, делают совсем другое. Но стоит им оказаться вот среди своих, где нет кавказцев, там они полный вперед, короче, там. Даже если он вам улыбается в лицо, он может спокойно называть вас чуркой, черно, таким и таким и сяким, короче. И в этом плане они понимают, и они прямо говорят, сейчас об этом пишут некоторые, говорят об этом там, что а почему мы должны гибнуть? Вот есть Бурятия, есть там Тува, есть там Чечня, есть Дагестан. Пускай они воюют. Прям русские прямо так и говорят, абсолютно не парятся. Ну а что им скрывать? У них все открыто. Сдаю квартиру, там, не Кавказ, там, не Азия, там, только русским. Можно снять квартиру в Москве, написано, сдаю квартиру, можно с животными, но не Кавказ. И не Азия. Все. Животное, собачкой, с кошкой можно, а вот если ты с Кавказа, между прочим, вроде бы как бы Россия, а вот ему нельзя, да, и так далее. Ассаламу алейкум. Ты на высоте правды, как всегда. Ва алейкум ассалам, Исраиль. Правда на высоте. А если ты хочешь говорить правду, это очень будет стоить дорого. Но всегда, если придерживаться ее строго, то я знаю, человек, кто придерживается правды, он не проиграет, даже если погибнет. В этом я нисколько не сомневаюсь. Так. Аслан, чат рулетки, одно видео с ограничением Худутия. Не знаю, леди. Там мы вроде ничего особо не обсуждали, но они там ограничение мне поставили, возрастное. Но они же очень следят. Очень следят они, бедолаги. Зовут так, Саламаш, Лумахкой, Дели Саламаш, свой свободный гражданин. От этих смешанных брака образовалась целая армия манкуртов, работающих на ФСБ. Ну, там разные, скажем так, анархисты. Пока Россия не распадется, ничего не закончится. Да, Дометьев, если Россия распадется после того, как будет уничтожена террористическая банда ФСБ. Сама Россия это колосс на глиняных ногах. И если уничтожить вот именно эту субстанцию, вот эту террористическую банду ФСБ, все, вот в таком случае Россия разделится, там появятся нормальные люди, потому что агентура вся исчезнет. Агентура это не мы с вами. Агентура это она платится, ей платят деньги, ей управляют, ей дают задания, ей управляют. Она по инерции, вот эта агентура может полгода, год там, для того, чтобы сохранить свою безопасность, свою свободу, пытаться какие-то действия совершать. Но если не будет сверху управления, то они из себя ноль представляют. Просто ничего они из себя не представляют. Понимаете? Вот как-то в таком русле нужно двигаться. Поэтому, если мы хотим, чтобы Россия распалась,
то мы должны уничтожить террористическую банду ФСБ, признать ее террористической, рассекретить все архивы, судить самых одиозных террористов. Марс такой, по Ирану какие мысли у вас? Все, что происходит, на руки путинскому режиму? Нет, я не думаю, что это на руку. Я думаю, что... я не буду говорить, кто нанес, да, не будем показывать пальцами. Но я считаю, что это не на руку ни Ирану, соответственно, ни Путину. Это на руку нам всем. В первую очередь Украине и Израилю. И нам всем. Так, я думаю, это так было. Ну, не знаю, что там будет. Так, зовут фермы русской армии на территории моей страны оккупанты. К ним жалости никакой. Так, Кензабуро ОЭ бездействовать значит признать, что никакого реального замысла и не было, как не было и создавших его людей. Бездействовать значит признать, что никакого реального замысла и не было, как не было и создавших его людей. Да, смириться, согласиться или не согласиться в душе, но не действовать, да. Кензабуро, можно согласиться с Кензабуро ОЭ. С русскими шовинистами за один стол сесть нельзя. Они при Кавказце ничего не скажут, но как только отойдешь, то тебя кем только не назовут. Да, я знаю, Заур, поверь мне, я знаю. Лучший бой для человека — это бой правды. Ты прав. Да, Мессер, у нас нет другого оружия, у нас нет других возможностей. Но у нас есть правда, справедливость, которая на нашей стороне. Против нашего народа, против нашего государства совершена вопиющая несправедливость. Та несправедливость, которая просто не может быть замалчена или утаена. И что бы нам это ни стоило, нам много людей не надо. 1, 2, 3, 5 человек, чтобы хотя бы нести эту правду. А потом, когда народ проснется, когда будет удобное время для этого, мы возьмем свое. Всегда возьмем свое. Я всю историю, во всю историю нас, кавказцев, ненавидят Россию. Во всю историю мы умираем за Россию. Не знаю, кто это мы. Но ненавидят они точно, да. Смешанный брак ни при чем. Первые войны многие погибли за Ичкерию, воевали как бешеные. Давай, да, это правда. И дагестюли бар темшбеш. Войнухи сюли, воевай, но чуть-чуть сюли. Да, барк. Дагестанцы гибли, сражались. И был парень, у которого мама русская была, и так далее. Папа чеченец, тоже погиб. Много таких было, конечно же. Все республики, провинции, края обретут независимость, и тогда мы посмотрим, как Рус будет жить. Чемпион кавказцев — это россиянин, проигравший в спорте. Это кавказец для России. Чемпион кавказец — это россиянин, проигравший в спорте. Это кавказец для России. Сила духа и веры нашим народам. Амин, юзер, амин. Сила духа и веры нашим. Амин. Просто мне кажется, иранский конфликт имеет шанс перерасти в горячую фазу, а следом внимание и поддержка Украине может претерпеть некоторые издержки. Логика есть в том, что ты говоришь. И да, и реально этот конфликт может перерасти в очень серьезный конфликт. Такую горячую такую фазу. Да, вполне возможно. Я просто, моя версия была так, что я подумал, потому что я в этой теме особо не разбираюсь, даже не интересовался. У своих даже еврейских друзей даже по этому поводу мы не общались. Единственное, что я бы хотел сказать по поводу украинцев и Украины. Сейчас я
посмотрю, где это было-то. Нет, это было, сейчас, подождите, это было у меня на почте. Вот только в какой это почте было. Дело в том, нет. Ну, сейчас я это не найду, сейчас это надо искать. Дело в том, что хотел поговорить по поводу неподдержки Украиной Израиля при голосовании там по одному важному для Израиля вопросу. Но нужно к этому подготовиться, чтобы более внятно по этому поводу сказать, потому что вы мне что-нибудь скажете, а я не смогу на это ответить. Так, Чабуарс, ты очень умный парень, но твой ум должен быть использован в другом месте. Цанни нэн рас хихиршат амти эруш эллацу сунене хубайвод. Хубайвод, это правда было так. Нэн хойбайвод, нэн хойбайвод. Да. Так. Так, друзья, я на этом свой стрим закончу. Тогда, друзья, мы уже час 42 минуты в эфире. Завтра на чеченском языке я постараюсь провести стрим. На этом я свой стрим заканчиваю. Не будьте безучастными, занимайтесь информационным просвещением, объясняйте людям, где ложь, где правда, кто есть наш враг, кто есть наш друг. И все будет Ичкерия. Слава Украине. И Господи, благослови Америку. Адикюэль маш оль бюз де алюэль. Хите сунам странник, дер хите. Цахелищец. Все будет Ичкерия. Да, мула. Да, это бой массера. Все, давайте. Адикюэль бюз де алюэль. Всего хорошего, друзья. Спокойной ночи. До свидания.